Оценка состояния местного водоканала стала основной целью рабочего визита исполняющего обязанности главы Сосногорского района Ильдара Махмутова в поселок Нижний Одес. Не так давно в социальных сетях появился видеоролик, посвященный предприятию. По словам автора, одного из депутатов Совета городского поселения, зданиям требуется капитальный ремонт. Нарушены санитарные нормы, а работники вынуждены трудиться в неподобающих условиях. Как отмечают в районной администрации, откровений в ролике нет. Планомерная работа по решению вопроса ведется с июня прошлого года. Поскольку ситуация не аварийная, прорабатываются разные варианты. Конечно, состояние не аварийное, то есть оно завтра здание не рухнет, крыша не рухнет, потому что железобетонные плиты, плоская крыша из железобетонных плит, но она протекает практически во многих местах по периметру здания. Также отсутствует система вентиляции здания, поэтому где-то в некоторой степени там влажность присутствует. Ильдар Махмутов познакомился с работой Нижнеодесского водоканала. И если к самому производству нареканий практически нет, то состояние помещений вызывает вопрос. А что руководство предприятия сделало для решения проблемы? Алина Ивановна, тут с крышей проблемы, да, что-то расскажите. Здесь крыша течет у нас уже, да, это проблема многолетняя. Эту проблему мы всегда оперативно решаем. В этом году, буквально, наверное, в октябре-ноябре 2022 года мы заделали часть крыши. Пока не течет. Но в планах... Это с прошлого года, да. В планах на лето, конечно, да, конечно, сейчас ждем весны. Стоит отметить, что на сегодняшний день общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» является, по сути, арендатором имущества, принадлежащего городскому поселению Нижний Одес. Оборудование работает исправно, лаборатория также со своими обязанностями справляется. В итоге конечные потребители получают качественную воду, соответствующую нормативам. Однако, если за несколько лет руководство предприятия не смогло починить протекающую крышу, это повод задуматься об управленческих решениях, уверен Ильдар Махмутов. Нет хозяина. Нет хозяина в доме, нет хозяина, как говорится, на производстве, потому что предприятие имеет долг 32 миллиона перед энергетиками, да, и 28 миллионов должны население предприятия, водоканалу. То есть в таких условиях проходит работа. Поэтому есть несколько вариантов решения данной проблемы. Я думаю, что в ближайшее время, сегодня-завтра, мы данный вопрос будем согласовывать с министерствами республики для дальнейшего решения. Как говорится, все познается в сравнении. Проблемы Нижнеодесского водоканала гораздо лучше видны на фоне коллег предприятия. Еще одной ресурсоснабжающей организацией поселка является общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис». От экскурсии по его производственным помещениям впечатления совсем другие. Бросается в глаза взять котельня, где идеальный порядок, идеально, чистота, оборудование. Состояние Нижнеодесского водоканала стало одной из тем разговора исполняющего обязанности главы района с депутатами городского поселения Нижний Одес. Ильдар Махмутов подчеркнул, что вместо того, чтобы будоражить социальные сети, нужно работать конструктивно и на благо своих избирателей. Я просто рекомендую сходить, да, найдите время, минут 40 затратите, чтобы пройти, посмотреть. Чтобы своими глазами посмотреть и проблему эту, как говорится, двигать дальше, да, помогать вместе с нами, помогать решать этот вопрос. Также Ильдар Махмутов принял участие во встрече представителей Министерства здравоохранения и Сосногорской районной больницы с жителями Нижнего Одеса. Проблем было озвучено много. Например, в поселке отсутствует педиатр и не работает терапевтическое отделение. По поводу педиатра и терапевта Министерством здравоохранения открыты 2 квоты для привлечения докторов по программе «Земский врач». Ведется активная работа по поиску данных врачей. На сегодняшний момент, с завтрашнего дня, командирован врач-педиатр на Нижний Одес. Он будет работать в течение месяца. За этот месяц мы надеемся, что проблема с кадровым вопросом будет решена.
По врачу-терапевту также ведется активная работа по поиску данного специалиста. На сегодняшний день на базе стационара Нижнего Одесса открыто хирургическое отделение и паллиативные койки. Терапевтическое отделение не функционирует в связи с отсутствием врача-специалиста. Как только врач-специалист на Нижнем Одессе появится, терапевтическое отделение будет работать. На совещании с депутатами Нижнего Одесса Ильдар Махмутов обсудил также вопросы транспортного сообщения и спортивной инфраструктуры. Рабочий визит исполняющего обязанности главы Сосногорского района продолжился встречей с жителями поселка. Из Сосногорского района Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорской службе общественной приемной главы Коми провели прямую линию с прокурором города Романом Якименко. За 2022 год в прокуратуру поступило более 1000 обращений. Около 20% удовлетворены. Установлено нарушение и предприняты соответствующие меры реагирования. В основном это обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, жилищного законодательства, вопросов исполнения законодательства судебными приставами. 10% от объема обращений – это обращения на нарушение при приеме регистрации сообщений преступлений и расследовании уголовных дел. Такие вопросы, как нарушение трудовых прав и нарушение муниципальными и государственными органами сроков и порядка рассмотрения обращений, Роман Якименко контролирует лично и призывает по этим проблемам связываться непосредственно с ним. Прокуратура города активно работает с гражданами и различные формы применяет работы. То есть это вот как в настоящее время, в настоящий момент мы работаем с Екатерининской республиканской общественной приемной, и я и мои помощники выезжают на предприятия, в отдаленные поселки, работаем с социальными объектами, допустим, с нашим Нижнеодесским домом-интернатом для престарелых инвалидов. Позвонившие на прямую линию жаловались на аварийное состояние объектов инфраструктуры, на бездомных собак. Также сосногорцев волновала высокая плата за коммунальные услуги в домах без управления по улице Первомайской. Прокурор посоветовал им организовать ТСЖ. В прошлом году проходили аналогичный путь с одним домом в Усть-Ухте. Долго, пока жильцы сами не скооперировались и не приняли решение, им в этом смысле там помогла администрация документально все оформить, и не создали ТСЖ. Потому что основные вопросы – это обслуживание, значит, системы отопления, газовая, с электричеством там попроще, там можно на аварийке остаться, и водоснабжение. Вот эти 3 вопроса жильцы вполне могут решить. Роман Якименко записал контактные данные позвонивших и подчеркнул, что проконтролирует разрешение их вопросов. О следующей прямой линии с прокурором можно узнать в группе Сосногорской общественной приемной ВКонтакте. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Доме детского творчества прошел аукцион профессий в рамках муниципального образовательного проекта «Продвинутая молодежь». Гостями стали ученики 9, 10, 11 классов городских школ. Для них были приглашены представители 5 профессий – врач, учитель, полицейский, пожарный, а также инструктор-кинолог. Выбор профессии – это ответственный шаг в жизни каждого человека. И сегодня ребята в увлекательной форме расширили представление о профессиях, узнали о фактах, влияющих на их выбор, содержание и характер труда отдельных специальностей, а также познакомились с требованием профессии к индивидуальным способностям человека. Ребятам была представлена возможность практического погружения в профессию с помощью профессиональных проб и мастер-классов. Людмила Чернева в профессии 3 года. Она рассказала ребятам, какие учебные заведения подойдут будущим медикам, какие экзамены нужны для поступления, предупредила о трудностях обучения, а также озвучила качество настоящего врача. Он должен быть очень добрым, как минимум. Он очень должен любить свою профессию и относиться очень хорошо к людям, то есть для того, чтобы понимать их. Часть школьников уже сделали свой выбор профессии, другие находятся в поиске. Для них такой аукцион весьма актуален. Я определилась в будущем профессии, я собираюсь быть журналистом. Мне очень нравится писать, просто неважно что, просто очень нравится писать, и я люблю разговаривать очень много. Я в будущем хочу стать кинологом, меня эта профессия очень интересует
в том плане, что это как бы работа с собаками. Собак я безумно сильно люблю. Я много информации в интернете видела, читала, купила себе специальную книгу про кинологию. Ксении повезло. На аукционе профессий выступили инструкторы-кинологи. Наталья Затеева работает с четвероногими почти 20 лет. Кинолог – это мечта детства. В 3 классе мне брат подарил немецкую овчарку. И к этому шла потихонечку, стремилась, закончила академию, получение квалификации специалиста-кинолога и пришла в профессию. Кинологи продемонстрировали, как проходит дрессировка животных, как собаки распознают запрещенные вещества и участвуют в задержании преступников. До школьных экзаменов остается несколько месяцев, и у ребят есть время обдумать информацию, полученную на аукционе профессий. Возможно, именно это мероприятие поможет кому-то из них принять окончательное решение и определиться со своим будущим. Полина Востракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорский ледовый дворец «Звездный» снова стал местом встречи юных хоккеистов в рамках регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». На лед вышли юноши 2012-2013 годов рождения. Кроме хозяев, участие в турнире приняли спортсмены из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Инты и Печоры. Прекрасная организация, мы здесь вообще не первый год уже, так что вполне достойно, как всегда, уровень вполне соответствует организаторским способностям всем этим. Что я могу еще сказать? «Золотая шайба» систематически проводится под руководством здесь, скажем, тренерского состава. И мы, при каждой возможности посещаем соревнования. Для сосногорской Пармы старт турнира оказался успешным. Наши хоккеисты обыграли ухтинский «Беркут» со счетом 7-4. Всего же из 6 проведенных встреч Парма победила почти во всех. Однако финальную игру с Сыктывкарской Северной Олимпией-12 выиграть не удалось. Сложность у нас, во-первых, с комплектованием команды. У нас всего лишь 6 человек из 17 2012 года. Но, в принципе, это не проблема, но пока немножко команда еще на стадии все-таки обучения. Победителем регионального этапа «Золотой шайбы» стала Сыктывкарская Северная Олимпия-12. На втором месте Сосногорская Парма. Замыкает тройку призеров Воркутинский Олимп. Прошли соревнования. Ребята показали хороший хоккей, проявили мужество, показали коллективизм, сплоченность команд. Хоккей на севере особенно, он должен развиваться, должен процветать. Поэтому большое спасибо всем. Особенно большое спасибо вам, спасибо родителям и тренерам, потому что родители – это те люди, которые в первую очередь двигают хоккей, двигают своих детей. Спасибо всем. Обладатели золотых медалей представят Республику Коми на федеральном уровне. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.